Наш эфир продолжит брифинг о паводковой ситуации в республике. Предлагаем послушать. Анатолий Анатольевич, осветите, пожалуйста, паводковую ситуацию по республике. Так, гидрологическая обстановка в Якутии на 19 часов сегодняшнего дня. На реке Лена активная фаза ледохода проходит по территории Хангаласского и Люкнинского районов. Нижняя кромка ледохода достигла границы Хангаласского района, населенного пункта Тойонары, наблюдается густой ледоход. На участке Покровск-Табага в 16:00 начался ледоход, что на 2-3 суток раньше среднемноголетних сроков. Наивысшие уровни воды весеннего половодья на этом участке ожидаются до 1,5 метра выше нормы. 16-17 мая на участке Покровск-Табага высока вероятность выхода воды на пойму затопления пониженных участков населенных пунктов Табага и Покровск, а также микрорайона Даркалак города Якутска, застроек вне дамбы. В ближайшие сутки у гидропоста Хангаласской ожидаются подвижки льда. Учитывая сложность прохождения ледохода на территории Ленского, Алекминского районов, существует высокая вероятность образования заторов в пределах Хангаласского, Намского, Мегано-Хангаласского, Усалданского районов и города Якутска. В районе перенесенного населенного пункта Кыллах, выше города Алекминского, проведены взрывные работы для устранения образования затора. Продолжается мониторинг обстановки. У города Алекминск наблюдается спад уровня воды до 724 сантиметра при критическом 1250 сантиметров. В Алекминском районе в зоне затопления остаются низменные участки населенных пунктов 1 Нерюктянской и 2 Нерюктянской. Выполняется весь необходимый комплекс превентивных мероприятий. Администрация муниципального образования подготовлены и развернуты 7 пунктов временного размещения граждан, ПВР, обеспечены всем необходимым для обеспечения жизнедеятельности населения. Начаты работы по подсчету ущерба согласно созданной комиссии. На реке Алдан активная фаза ледохода проходит по территории Усалданского, Тампонского и Татинского районов. Нижняя кромка ледохода достигла границ села Дыгдал Усалданского района и у села Дыгдал наблюдается остановка ледохода. В устьевом участке реки у села Батамай наблюдается понижение уровня воды на 10 сантиметров. На реке Вилюй активная фаза проходит на территории Нюрбинского района. На участке устья реки Марха наблюдается замедление ледохода. Нижняя кромка ледохода наблюдается ниже города Нюрба, ниже по течению имеются потенциально опасные места затора на участке Сата. По решению КЧС Нюрбинского района от 14 мая в населенных пунктах, подверженных угрозе затопления город Нюрба, Октябрьский наслег, Жарханский наслег, введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Под угрозой затопления в данных населенных пунктах 24 домовых территорий. В данных муниципальных образованиях ведутся мероприятия по заблаговременному отселению граждан из затопляемых территорий. На участке Верхневилюйск уровень воды за сутки понизился на 4-5 сантиметров. У села Верхневилюйск отмечается разводье навала льда. В ближайшие сутки отмечается разводье. Ожидается ледоход. У города Вилюйск проходит густой ледоход. На участке реки Яна, Верхоянск, Сайды и ее притоках в пределах Верхоянского района преобладает рост уровня воды различной интенсивности. Отмечается вода на льду из окраины. На участке реки Колыма, Зырянка, Среднеколымск активная фаза ледохода наблюдается на территории Верхнеколымского района и территории Магаданской области. Нижняя кромка ледохода отмечается у населенного пункта Зырянка Верхнеколымского района. Уровень воды достиг 819 сантиметров, при критическом 850 сантиметров. Затор ниже поста. В ближайшие сутки при сохранении затора льда ниже поста ожидается дальнейшее превышение критической отметки затопления. Существует высокая вероятность достижения критериев ЧС у города Среднеколымск. Подъем уровня воды остается 60 сантиметров за сутки, отмечается закраины. Обращаясь к жителям населенных пунктов, подвергаемых затоплению, прошу в период ледохода гражданам воздержаться от выхода на лед и затопляемые участки. Спасибо. Спасибо. В эфире «Итоги дня», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В начале выпуска озвучим основные темы.
В эти минуты в регион прибудет самолет-зондировщик. В прямом включении наш корреспондент расскажет, как устроено воздушное судно и о подготовке к лесным пожарам. В Якутске начали производить сбор проб воды, о исследованиях и показателях на сегодня. В Якутске исчезла дорога, ведущая к дачным участкам по Вилюйскому тракту. Наша съемочная группа разбиралась в ситуации. В Ленске заасфальтируют и благоустроят несколько дорог. Каких именно? Теплая одежда, продукты, шланги, помпы, нагреватели. В Доме профсоюзов со вчерашнего дня начался прием гуманитарной помощи жителям Алекминского улуса, пострадавшим от паводка. Первыми откликнулись народные депутаты Илтумен, также активно оказывают посильную помощь землякам и родственникам члены общественной организации Алекминского улуса. По их словам, поселок Кылах первый раз затопило в 1967 году. Далее весеннее половодье нанесло большой ущерб в 1999 и 2001 годах. В этом году в Кылахе затоплено более 60 домов. На сегодняшний день собрано более 800 килограммов гуманитарной помощи. Пункт приема работает с 10 до 19 часов. Сегодня будем все грузить на грузовики и уже завтра, то есть сегодня направим уже в Маган и завтра уже будет у нас вылет, направим уже гуманитарный груз непосредственно в Алекминский район. У нас гуманитарная помощь приходит и приходит, поэтому несколько рейсов, если надо будет, организуем и все необходимое направим в Алекминский район. В связи с подтоплением взлетной полосы в аэропорту Зырянки с завтрашнего дня в поселок будут организованы стыковочные рейсы. Регулярные рейсы из Якутска в Зырянку и обратно через Среднеколымск будет выполнять авиакомпания «Полярные авиалинии» только по вторникам и субботам. Пассажиры вылетят из Якутска в Среднеколымск на самолете Ан-24, а после будут доставлены до Зырянки на стыковочном рейсе вертолетом Ми-8. Также перевозка будет организована в обратном направлении. Норма бесплатного провоза багажа 20 килограммов, включая вес ручной клади 5 килограммов. С сегодняшнего дня и до окончания ледохода Управление Роспотребнадзора по республике будет проводить ежедневный отбор проб воды. Специалисты лаборатории проводят исследования по показателям на паразиты и вирусы. Подробнее расскажет Вероника Таюрская. Многие горожане помнят, что раньше с приходом ледохода из кранов вместо воды текло нечто похожее на кока-колу или кофе. Времена меняются, как и меняется и процесс очистки воды с вводом нового объекта водозабора и современным технологиям. Она стала как минимум прозрачной, а специалисты теперь каждые 2 часа берут пробы речной воды до очистки и непосредственно после. Это у нас уже очищенная вода. Видели, после исходной воды мы получаем вот такую чистую кристальную воду. Чтобы вода стала кристально чистой, она преодолевает большой путь. Все начинается с насоса, поднимающего воду с притоки Лены. Он направляет ее на станции водоочистки. Следом оседают шлаки и различный мусор, после чего очищенная вода поступает в фильтры. Затем отправляется на хлорирование и обеззараживание с помощью ультрафиолета. Наша работа заключается в том, что мы анализируем воду. То есть до очистки анализ происходит, и после очистки мы уже анализируем, какая она идет до потребителей, соответствует ли она Санпину. Все пробы, а их порядка 29, доставляют в санитарно-гигиеническую лабораторию при Роспотребнадзоре. Пробы доставляются в таких бутылках объемом 0,5. Их проверяют на такие показатели, как цветность, мутность, pH и запах. Как мы видим, здесь находятся все 29 проб, и они были взяты вчера, то есть 14 мая. По итогам первого квартала текущего года из централизованных систем водоснабжения качество воды по санитарно-химическим показателям составляет 12%. Да, это доля несоответствующих проб. По микробиологическим показателям 3%. Если сравнивать аналогичный период прошлого года, то у нас идет незначительное улучшение. Там примерно по 2% на каждый показатель приходится. Заканчивается путь воды в домах жителей города. Безусловно, 100% безопасной она быть не может. Однако теперь с помощью новых технологий она соответствует всем требованиям. Вероника Таюрская, Нюргун Старостин, Якутск.
Не успел ледоход войти в активную фазу на большей части Якутии, а республика уже начала подготовку к следующей природной опасности – лесным пожарам. Несколько минут назад в регион прибыл самолет-зондировщик Росгидромета, который будет вызывать искусственные осадки. Как устроено воздушное судно, знает мой коллега Петр Васильев. Он на прямой связи со студией. Петр, приветствую, ждем от тебя подробностей. Марферина, я тебя тоже приветствую. Ну что, вот он, прямо позади меня, красавец Як-40. Буквально несколько минут назад он приземлился в аэропорту столицы республики и в полной боевой готовности, так скажем, готов выполнять поставленные перед ними задачи. Ну что ж, давайте посмотрим на него поближе. Отмечу, что на борту в самолете всего лишь пара специалистов, летчиков и целая плеяда самого высококвалифицированного нашего отечественного оборудования, которое позволяет получать все данные в режиме реального времени. А данные — это температура воздуха окружающая, влажность облаков и даже, так скажем, точки обстрела внизу, которые находятся глубоко, так скажем, на земле. Что могу еще отметить? Як-40 – первый отечественный самолет, оснащенный системой, так скажем, которая позволяет вызывать искусственные облака. До этого это все выполняла экспериментальная авиация и российская техника, но с применением, так скажем, иностранного оборудования. Теперь все наше свое родное. Причем отмечу, что вот сейчас вы можете видеть на своих экранах середину фюзеляжа самолета. Ровно посередине расположены те самые кассеты с йодистым серебром, которые обстреливают. То есть самолет буквально взымает над облаками, выстреливает патронами, и уже буквально через сутки там, собственно, происходят осадки. Отмечу, что вопреки разным теориям сам самолет не притягивает к фюзеляжу грозовой фронт. Сначала экипаж взлетает с аэродрома и исследует небо в поисках различных необходимых облаков, нужные подходящие по температуре и влажности. Как только подобные облака найдены, специалисты их обстреливают с помощью этих самых пиропатронов с йодистым серебром. Вот такая вот нехитрая абсолютно схема, но явно действенная. Отмечу, что самолет работает на всей территории республики. Конкретнее о его работе нам рассказали специалисты. Предлагаю послушать. Территории определены, план утвержден, район выделен. Это вся центральная часть опять с переходом, так сказать, на западную немножко часть, на восточную и на юго-восточную, доходя там на район Усть-Май. Ну, такой достаточно. В этом году больше территории, нежели в прошлом году. Аппарат, такое вот воздушное устройство будет работать у нас этим летом. Отмечу, что многие прогнозируют сухое, засушливое лето в нашей республике. И здесь на помощь придет этот самолет и еще наш собственный Ан-26 авиакомпании полярных авиалиний, который также оснащен системой под названием «Циклон». Отмечу в заключении, что 7 мая на территории республики были зафиксированы первые термоточки, поэтому самолет здесь уже с середины мая. И очень хочется, чтобы сознательность граждан и работа этих воздушных птиц, собственно, не доводила до страшных трагедий. Марферина, к этому часу у меня вся информация. Подробности обязательно расскажу в дальнейших эфирах. Передаю тебе слово. Очень информативно и показательно. Благодарю тебя, Петр. Ну а мы продолжим другие темы. В этом году в Ленске планируется заасфальтировать и благоустроить улицу Октябрьская от Чапаева до Фурманова. Там будет установлен теплый остановочный павильон и появятся тротуары. На ямочный ремонт предусмотрено 7 миллионов рублей. Планируется увеличить угол поворота на некоторых проблемных перекрестках. Разработана проектно-сметная документация на благоустройство еще нескольких городских дорог и пешеходных переходов. Ожидается поступление средств из районного бюджета. Кроме этого, в этом году мы за счет бюджета города предусмотрели финансирование на проектирование проблемных участков. Ну, к примеру, это дорога Северная, начало улицы Северная с улицы Первомайской, дорога до профилактория Кедр. Кроме этого, это улица Горького, это улица Пионерская. Еще ряд проектов, которые мы предусмотрели, это подъездная дорога к микрорайону Ханайдах. А вот решится ли дорожная проблема жителей садового товарищества «Якорь», расположенного по Вилюйскому тракту в Якутске, покажет время. Ежегодно вместе с тающим снегом исчезает дорога, ведущая к дачным участкам по Вилюйскому тракту 13-го километра. Местные жители поделились своей проблемой с нашей съемочной группой. Даяна Федорова разбиралась в ситуации. Вот такая дорога. Вот это лужи, им деваться некуда. Нету
нету. Вот. Жители бьют тревогу. Единственная дорога – скорее полоса препятствий, на которой в качестве барьеров ямы, кочки и выбоины. Решить проблему пытаются уже который год. Пытаемся и своими силами, сколько мы засыпаем, но что, год, второй, уже этого песка нету. Страдают в сложившейся ситуации и автомобили. Казалось бы, отрезок пути можно проехать за 15 минут. Но не все так просто. Скорость на спидометре не превышает 15 км в час. Из-за этого путь затягивается. На иномарке проехать тут вообще сложно. Машины-то разбиваются все, вся ходовка разбивается. Вот и вся дорога. Какой дороге тут может речь идти? Поездка из дачи в город и обратно каждый день нелегкое испытание. Общественный транспорт доезжает только до асфальтированной дороги. Жителям дачных участков приходится идти до своего дома пешком, а это почти 3 километра. У нас очень много еще пожилых людей, которые постоянно ходят пешком. Когда автобус останавливается, вот там на развилке, вы видели, да, на развилке, там, где заканчивается федеральная дорога, люди идут пешком. И без того трудное положение осложняют и плохие погодные условия. Буквально на днях по дороге прошелся грейдер, однако состояние дорожного полотна лучше не стало. На участке Вилюйского тракта расположены сотни дачных участков. Это более 2800 домовладений. Среди них пожилые, маломобильные граждане и дети. Они вынуждены передвигаться по дороге с плохим состоянием. Для того, чтобы попробовать решить проблему с дорожным полотном, они собрались на встрече с представителями окружной администрации. Нам пояснили, что план дорожных работ запланирован до 2028 года. Реконструкция данного объекта не запланирована, а также в реестре муниципального имущества данная дорога не числится. Данный вопрос возможно будет рассмотреть только в случае признания данного объекта бесхозным и принятия гнийного объекта в муниципальную казну. По итогам собрания принято решение направить протокол о признании объекта бесхозным в Якутскую гордуму, а также взыскать средства на ремонт дороги. Срок рассмотрения до 31 мая, поэтому дачникам придется ждать еще некоторое время. Даяна Федорова, Григорий Охлопков, Иван Сорокаумов, Якутск. Сегодня в Якутии простились с выдающимся человеком Аизой Петровной Решетниковой. За свой длинный творческий путь Аиза Петровна сделала для культуры родной республики очень много. Воспитала не одно поколение талантливых артистов, написала десятки трудов по музыке и истории. Она стояла у истоков открытия в Якутске единственного в мире музея музыки и фольклора Якутии. Предлагаю посмотреть сюжет. Аизе Петровне на роду было написано связать свою жизнь с культурой и искусством. И мама, и папа служили артистами Якутского академического драматического театра. Сама она окончила Центральную среднюю специальную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, а после фортепианный факультет Московской консерватории. Концертную деятельность начала в 1971 году в качестве концертмейстера хора Якутского радио и телевидения. Здесь же она проявила себя и как автор и ведущий теле- и радиопрограмм. За время работы Аиза Петровна подготовила более 200 программ для радио и более 150 для телевидения. Вдохновляющие передачи именно о развитии музыки, о искусстве, культуре, об истории народов республики. Оно осталось в истории, и она внесла лепту, именно вклад в развитие и телевидения, радио нашей республики. География ее концертной деятельности раскинулась от родной Якутии до Москвы, от Франции и Швейцарии до Японии и США. Конечно же, 91 год – это Америка, когда мы пели в Организации Объединенных Наций. Ну и, конечно же, Италия, когда мы 3 месяца стажировались у маэстро Розанны Липпи. Это было незабываемо совершенно. Давней мечтой Аизы Решетниковой было создание в Якутске музея музыки и фольклора народов Якутии. И в 1991 году мечта была реализована. И, конечно же, Аиза Петровна мечтала, что у музея будет свое большое здание, где смогут расположиться все собранные за долгое время экспонаты. Вот буквально на днях перед ее смертью нам отправили
наконец-то готовый документ, проектную сметную документацию нашего здания, которое у нас с 2008 года находится в оперативном управлении. Это историческое здание Якутской мужской прогимназии. В этом году мы именно подаем, чтобы наш музей носил имя Музей музыки и фольклора народов Якутии имени Аизы Петровны Решетниковой. Уход Аизы Петровны стал потрясением для всех представителей культуры, любителей музыки и поклонников ее творчества. Но благодаря архивам телевидения и радио музыка в исполнении Аизы Решетниковой осталась в веках. Александр Хавренко, Любовь Ли, Аэлита Махно, Якутск. Стартовала запись детей в летние лагеря. Родители могут подать заявление двумя способами. Во-первых, ребенка можно записать через портал госуслуг в разделе «Организация отдыха детей» в каникулярное время. Также можно подойти в организацию отдыха детей. В лагеря «Энергетик» и «Кэскил» документы принимают в Управление образования Якутска. В летний период будут работать 555 лагерей. И еще будут открыты 45 трудовых лагерей и 30 палаточных городков. Только сегодня мы принимаем такие лагеря, как «Энергетик» и «Кэскил». Это республиканские лагеря. На лагерь «Энергетик» и «Кэскил» всего предоставлено по 25 квот примерно в 6 сменах разных, которые в разные даты у нас начинаются. Дети хотят лагерь младшие, с 9-10 лет. Это лагерь «Кэскил». А вот в лагерь «Энергетик» записываются дети с 14 до 17 лет только включительно. В Мирном появится семейный МФЦ. Семейный центр будет направлен в оказание социальной помощи семьям с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Более подробно смотрите далее. Рабочая поездка делегации Министерства труда и социального развития республики началась с приема граждан, где жители алмазной столицы смогли задать насущные и интересующие вопросы. Основная цель рабочей поездки – это создание семейного многофункционального центра в Мирном на базе социального реабилитационного центра для несовершеннолетних. Это новая технология, она пока в стране реализуется в пилотном режиме. Реализуется в пилотном режиме через поддержку фонда детей в трудной жизненной ситуации, это Минтруд Российской Федерации. Ну и, конечно, мы не останавливаемся на непосредственно пилотной программе. Сейчас уже сделали определенные шаги, чтобы расширить соответствующие, так скажем, решение о создании семейных МФЦ на территории республики. У нас в этом году стоит задача по созданию не менее 5 семейных многофункциональных центров. Уже созданы в начале года было открытие в Черепчинском районе, в Намском районе у нас заработал семейный многофункциональный центр. И сейчас идет работа по открытию такого же отделения уже непосредственно в городе Якутске. В многофункциональном центре можно будет получать помощь в формате единого окна и будет возможность для детей с ограниченными возможностями заниматься лечебной физкультурой. В свою очередь в деятельности центра будут задействованы все социальные учреждения района. Здесь будет работать именно та функция работы, которая, допустим, как со всеми будет вестись работа с органами профилактики. Это КДН, это опека, это управление образования, это и, соответственно, управление социальной защиты населения. Да, все органы профилактики, соответственно, здесь на базе Харасхала, можно так сказать, в семейном МФЦ будем вместе работать.
Главной целью работы многофункционального центра будет качественное удовлетворение потребностей семей в социальных услугах, а также предупреждение и преодоление семейных проблем. Центр будет предоставлять комплексную помощь, социальные услуги и сопровождение семьям с детьми, семьям в трудной жизненной ситуации, молодым семьям, семьям участников специальной военной операции и другим категориям. Анна Васильева, Мирный. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. До встречи в эфире.